Пачынаць уже нашу лекцию. Я Зміцер Галіновскі, рады вас тут вітаць на лекцыі, якую ладзіць Лятучы універсітэт супольна з грамадскай ініцыятывай «Будзем беларусамі», а таксама курсамі «Мова на нова». Ну вось, калі ў Лятучым універсітэце пачыналіся адкрытыя лекцыі 4 гады таму, то, конечно, у нас было много хваляванняў, бо такі новы быў фармат, незвыклы як для слухачоў, так і для лектараў. Ну і хваляваліся, вядома, і арганізатары, і лектары. Ну зараз уже лектар і дагэтуль хвалюецца, а арганізатары уже не так хвалююцца, таму што можна сказаць, што гэты фармат ён прапісаўся ў Беларусі, прынамсі ў Менску праводзяцца много лекцый на розныя тэматыкі, арганізуюць розныя супольнасці, арганізацыі. І там тэматыка, пачынаючы ад пытанняў біаэтыкі, скончваючы гісторыяй Бліжняга ўсходу. І гэта вельмі добра, бо, як казала Святлана Карасёва, нельга быць чалавекам і не адчуваць патрэбы ў трансцэндэнту. Але вось наша сённяшняя лекцыя, вось гэты наш фармат, ён крыху вылучаецца ад астатніх у тым, што ідэя вось гэтага цыклу лекцый палягала ў тым, каб прапанаваць сучасным актуальным беларускім мыслярам, адштурхоўваючыся ад аднаго тэксту, прапанаваць свае развагі. То бок гэта сыходна быў адзін і той же самы тэкст, 5 розных гарадоў і 5 розных філосафаў і інтэлектуалаў. І, вядома, гэтыя лекцыі, гэтыя развагі, яны, напэўна, будуць у нечым, можа, супадаць, у нечым не супадаць. І гэта вельмі цікава, таму што гэта дапамагае нам самім зразумець сябе, наша сённяшняе месца ў гэтым свеце глобальным. І наша сённяшняя лекцыя, гэта ўжо 4-я гэтых з 5 лекцый. Ужо адбыліся лекцыі у Гродна, Гомелі, Віцебску. І вось сёння ў Магілёве яшчэ плануецца у Маладзечні. Ну, я вельмі рады прадставіць нашага сённяшняга лектара, спадара Владзіміра Акудовіча, прабачце, Валентина Акудовіча. І не значит, што Зміцер не ведае, як не ведае. Мы напэўна хвалюемся. А перад тым сказаў, што хваляванне сышло. Відаць, не цалкам, там все ж таки крыху засталося. Да я вот, сапраўды, калі мы ехалі са спадаром Валянцінам, размаўлялі, я казаў, што я хвалююся заўжды, калі прадстаўляю такіх лектараў, таму што разумею, што што б ты не сказаў, яно будзе там, крыху не дацягваць да адпаведнасці асобы той лекцыі, што прапануе лектар. Ну, тым не менш, я б сказаў, што спадар Валянцін Акудовіч гэта, напэўна, адзін з такіх шаманаў беларускай культуры. Вось калі Ігор Бабкоў казаў, што Алесь Разанаў гэта шаман беларускага слова, то я б сказаў, што Валянцін Акудовіч гэта шаман беларускай думкі. А ў чым жа гэтае шаманства? Вось там, напэўна, 15 год таму спадар Валянцін Акудовіч напісаў кніжку «Мяне няма». А ўжо праз 15 год піша «Прачнуцца ў сваёй краіне». Як бы, пра што ён мне зірне і скажа, што гэтага няма, яно раптам праз гэтае шаманства яно з'яўляецца. Я не ведаю дакладна, на што ў гэтай лекцыі свой позірк скіруе спадар Валянцін Акудовіч, але я думаю, што гэта ў пэўным сэнсе будзе такое шаманства думкі. Ну і крыху па фармаце нашай лекцыі, як звычайна, у нас лекцыя складаецца з 2 часткаў, гэта недзе гадзінка, крыху болей гэта прамова лектара, потым мы зробім невялічкі перапынак, і пасля гэтага перапынку можна будзе яшчэ задаць свае пытанні, меркаванні, думкі выказаць, падзяліцца ў такім больш вольным, нефармальным такім фармаце. Таму я зараз даю слово нашему шановнаму Валянціну Акудовічу, і лекцыя творачы зруйнуем. Дякую, Зміцер. Україні світлий, діє умирає.
у Белом доме осенний дух. Я не самотный, я к ним маю, а с другами пана Мартина Кухни. Это відоме, напевно, всім слово, апошнє слово, поетичне слово Максима Богдановича, а я пропоную взяти за епіграф наших зустрічей. И думаю, это слушная пропаганда. А речь в том, что в нашем культурном дискурсе, в культурном просторе бодай нема больше близких двух фигур по своему лесу. Да, давайте поставим по своих лесах. Обидва яны жили в одним часі, прикладно в одні й ті самі годи. Обидва яны померли надзвичай молодыми. Максим Богданович у 25 год, Игнат Кончевский у 27 год. А вот войны померли от сухотов. Я в колесе сумно сказал. Это национальная хвороба белорусской интеллигенции. Початку стагодзів не перелічить, кольки от хвороб на сухоти. Це шло наших молодых хлопців і дівчат. А з гэтага життя не поспевши здійснить себе. Обидва вони сошли життя один з одной невеличкой книжицы. Другие з одним текстом. И для эссе это великое эссе, но вовремя текст не надто великий. Але і далей их лёсы по-своему были подобны. Спотребился десятилетий и десятилетий, каб яны вернулись до нас и вернулись одразу классика. Максим Богданович, правда, ранее, не до 60-е годы, да? Игнат Кончевский, уже Игнат Абдиралович, у 90-х годах. А правда, в этом промежку у Богдановича лёс склался больше приятный лёс, да его и да его хочется, да? А уже, конечно, не до самого. Бо еміграція уже тоді почала шанувати, і всі ці десятиліття покулі опустили, советского опустила. Скажем, суди у Республіку Беларусь, він мав і читача, і славу, ну, і прихильників, і прихильниць до його поезії. У Абдираловича все складывалось значно хуже. Его эмиграция, вся великая эмиграция, тогда, боже, вытекающая от большевизма, столько, большиня, скажем, национальной, свядомой белорусов, з'їхала отсюль, хтось потім у 20-ті роки вернувся. Шкода, бо практично ніколи не зосталося повертання, трохи пізніше. Вот. Але, да, то есть много було тих, хто читав бедов этот текст. Но практично всі ці десятиліття, да, ни в Празе, ни в Америке, ни в Канаде, нигде Абдираловича текст и не згадали.
Ну, мимоходцы, но ни в яким разе нигде не акцентуючи, як на великім тексті нашої спадщини. Больш затым, калі, ну, распаўся Советский Союз, з'явился незалежная Беларусь, вернулся сюды и Абдзіралович своим текстом. А разом з тим, офіційна влада його по-ранішому не заважала. А от у дискурсі незалежної білоруської культури він одразу був ушанований, прийнятий не просто як свой, а як одно з тих опірищів, на яких от і будувалася дискурс незалежної культури. Принаймні, от білоруський колегіум, де я керую відділенням філософії, літератури, вот уже 19 років розпочинає свой новий курс навчання з рефлексії над текстом «Одвічний шлях». А я часом жартую, як Купаловський театр, от уже 50 років починає з того, так ми починаємо з цього текста. І будемо працювати, поки будемо. Тому що тут є, ну, коли завгодно, усе, що нам істотно. Ага, я промінив вот що. Чому все-таки тое замежжя белорусское так и не поразумелось з Абдзіраловичем? Проблема не в Абдзіраловиче. Конечно, проблема у им. И нельзя сказать, что оно было таким уже все тотально неадукованным. Але текст гэта быў, бяспрэчна, на выраст, на іншую ситуацию, на іншыя галовы, на іншае памкненне, на іншае сэрца. А вот, вся эміграцыя нацыянальная была заангажавана толькі адным – палітычным. А все, што вышэй за палітыку, а вот ёй было нейкае чужое. Зрэшты, і самі праблемы, нейкая льючаяся форма, нейкі анархізм, нейкі кааператыў, нешта нейкае, конечно, выглядала дзіўнаватым, то есть не бачылася актуальным. Но Абдзіралович вернулся. И давайте поговорим зараз про его. Михаил Стрельцов, він не шмат заробив, як Богданович, як вертання Богдановича, було значно пафосно, ярко, написавши загадку Богдановичу, де він заканонизовал его третьим, будешь, да? Так вот, Купала Колос и Богданович. До этого никто его и близко, вот тут, у советской литературознавства, раньше не мог поставить. Але я страшенно люблю Михайла Стрельцова. Вот зараз хутка буде цього черговий фестиваль «Сцена на асфальте» у Мінську. И мы, белорусские коллеги, там будем ладить круглый стол с темой «Сучасная литература, двукропье, актуальность классики». Но они не про это, а про Михайла Стрельцова в том плане, что на этот раз я с Михаилом Ивановичем не погоджусь. Особисто я не бачу ніякої загадки, ні у Льосі Богдановича, ні у його творчості. Это не знижаю, а хоть и наоборот. А вот с Кончевским все спресс-загадка. Абсолютно, видите, как стать гениальным поэтом, то есть написать гениальные вещи, просто фантастичные,
можно и в 16, и в 17 год. Артур Римбо в 19 год уже написал все, поехал пандліваць рабами в Алжир. Да? И вот гэты промежок от 16 до 19 был достатковый, как Римбо стал классиком новой французской поэзии. Ну, видите, для поэзии потрібна эмоция яркая, почуття слова и, ну, трошки иначе глядеть на свет. Для того, как написать значную прозу, потрібні годы, набраться ходов, набраться життям. У молодые годы достатково ярких творов прози в різних культурах, ми вже буде. Она вот русская, Лермонтов, с его Печориным, да? Ну, я не симпатичный. Но никто ж не станет оспорить, что Лермонтов это не Достоевский, не Толстой, и навіть не Чехов. Да? Так ось, как створить философский текст, ровно великий, серьезной падения, треба не только набраться життя, треба напринять бытцем. Тому в философии, за редкими причинами, такими як Ницше, вельми мало випадків, коли ровно великие обдерлуючі годы хтось створив справді значення. Так ось, 25 год, то есть этот текст написанный у 21 году, то есть Абдераловичу было 25 год, а мне, ну, 27, он уже помер в 23, да? У 25 год такие тексты не пишутся. А он написал. Так. Он был добро адукованным молодым человеком. Он учился в Петербургском университете, ну, гимназию скончил в Петербургском, учился у Московской школы, простряды был забранный на Первую империалистичную войну, про якую Максим Горецкий написал выдатную книгу на этой войне, на империалистичной. І його начитаність, значить, по всьому тексту вам не складано знайти, убачити, ну, навпрост, скажімо, назване ці процитування від, скажімо, Ксенофана, Єракліта, до Гегеля, і Ніцше, і шмат-шмат у проміжку, і воволь. Тобто, начитані. Ми з вами бачимо, наскільки хлопець поетичний, наскільки моцне його слово, як літературне слово. Стільки афоризмів, блискучих і сенсових, глибоких. А от, ну, але і гэта і все інше зовсім не підстава. Як створить текст, який праз, скажем так, 70-90 годов, коли уже этих философских текстов и у нас море написано, а уже не кажучи, значит, сколько перекладено як у весь свет, а вот для белорусского интеллектуального осеродя стал культовым и заголовным. До речи, за 70 год советской влады белорусам было дозволено писать верши, проги и романы, створять кино, иметь свои театры, скульпторов, мастаков и т.д. Белорусам не было дозволено мыслить,
А за все ті годи по-белорусски в Беларуси не вышло ни вводного переклада сусветной философской классики. Ну, правда, коли не вчить Маркса. Вот, замість. Не було ні одного часопису, ні одного періодичного видання, які по значенню займався мисленням як таким і його проблематикою. Ну і так далі. Да. Отступление, помню, только первое. Не забывайте. Ну, коротей кажучи, про ось питання, з чого і чому написався цей текст. І чому не просто написався, чому от він набріняв, чому він не потонув, чому він не зник у тисячі текстів, шмат тих, хто писав. Вот. Юрий Храбинский в 98 году выпустил томину такую «Белорусская думка 20-го столетия». Ну, под гаслом Польской академии наук. Ну, и вышло еще и по-английски. Так вот, там собраны все наши лепшие тексты всех лепших интеллектуалов, просто поэтов и все остальное. А чому з усіх тих текстів текст Абдіровича застався як самостійний, самознаний, самодостатковий. Да? Там є текст Янки Купали. Ну, этот текст Янки Купали, окремя дослідчиків, ніхто не вірить. Там є текст, скажу, ну, то всіх є. Да? Потому что все трошки писали что-нибудь прозой интеллектуально. Видите, я вот, я не мистик, абсолютно не мистик. Но часом я думаю, что текст отримався таким, что тому, что у Абдіровича был гениальный соавтор «Смерть». И он его писал, уже прочуваючи свой скон. И вот это, скажем, лихоманковая энергетика в прочувании, там, вот это дыхание, ну, его уже я расписываю уже, а их мысли современные. Но скажем так, ну, что с тем, мне сдается, у гэтым ёсць. У гэтым штосьці ёсць. Гэта гениальна соавторство. Чогось надзвичай істотне в гэтым тексту. Ну, трошки про імя. А вот проблема, далее я хочу про две души поговорить. Спочатку, ну, перед тем, уже больше работать не видим, а спочатку два ім'я. А вот дивна ситуація отрималася. Игнат Кончевский народился и прожил, если коротко не прожил это житье, с прозвищем Игнат Кончевский. И вот хотя вот, одвечным шляхом вийшла, ще він 2 роки прожив уже як з псевдонімом, одним з псевдонімом Абдірович, але він заставався Кончевським і помер. Прожив і помер Кончевським. Зараз я гляжу, от усюду, навіть у рекламках наших лекцій попавсую, у інтернеті практично усюду, за рідким виключенням, згадується його прозвище, з яким він жив і з яким помер. Ну, господарственний сьогодні говорить тільки про Абдіровича, да? Вот. Але гэта, напэўна, кажа з чагось, пра што надзвычай
наколькі гэты тэкст апынуўся важным, істотным, знакавым, што адзін раз, падпісаўшыся под гэтым псевдонімам, ён, вот, Ігнат, і памяняў свое прозвище. Хотя, уласна, дзіва-то нема на псевдонимы, ну, тогда это была мода, и Купалу, и Голоса мы ведаем, не под их прозвище, вот запитайся у Шарагова, кто учил в школе Купалу, Голоса, кто из них там, Мицкевич, кто, вот. Але, разумеется, яны з імі прайшлі ўсё сваё творчае жыццё. А тут один текст подписанный, и все. Ну, так и цікаво. Но все-таки я хочу вернуться до этого. Да, псевдонима, потому что все не так просто, все значительно больше цікаво. Речь в том, что у 19 году у Вильни Максим Горецкий надрукував блискучую оповесть «Две души». Главный герой этой оповести Игнат Абдиралович. Я думаю, что в 19 году уже Кончевский писал и продумывал свое эссе «Отвечным шляхом». И натурально он читался, тогда Белорусчина читала «Две души». Заборонено потом на все годы. Да, распаду. Ну, истории незалежной Беларуси. И то, и не одразу, и постоянно друковали. Особенно мужик. Але, и вот гэты главный герой вот этой оповести, якая недавно, 2 года назад, была выдадена в Німеччині, і вона, правда, трохи бунтувався, чому до стагоддя імперіалістичної війни. Чему немцы не выдали на империалистической войне. Вот. А выдали 2 души. Ну, ладно. На 30-годия выдали. Да, ну, до Кончевска. И знаете что? Ну, я, как человек, который 100 разов уже читал этот текст, и все, что Пелего, товарищ Пелего вельми мало. Вот. Я просто фізично відчуваю, як Ігнат Кончевський, читаючи цей текст, просто був узрушений, що Горецький... От мені здається, коли Абдиралович сам писав свою, скажем так, мастацько-психологічну автобіографію, він написав у Близнюка, вот героя Горецкого, настолько все докладно. Той весь сейчас философствующий, той отмовляя с крайне, не с белыми, не с красными. И все потребует его вызначиться, а он не может, потому что это иначе. Той страшенно любить людство, людей, человеков, той любить зоры, той любить вечность, тому страшенно потребно зразуметь, як магчыма все, и что он у гэтым все робить, и чем он ёсць у гэтым все. Да? Тому, мне здаецца, як толькі кропку у читанні Ігната Кончевского поставить, так он одразу стал Игнатом Абдираловичем. До речи, у гэтым сюжете есть еще один цікавый момент. Речь в том, что назву Максим Горецкий скрав у Максима Горького. У 1915 году Максим Горький, тогда самый ведомый русский письменник, уже все великие сошли, и Толстой, и Достоевский, и Чехов. А вот, і як писав Мережковський, після Льва Толстого, коли не Горький, дик хто. Вот так ситуация стояла. Хотя сегодня нам это дивно сдается. И натурально все прочитывалось Максима Горького. А
І в гэтым, але ён Галецкі скарыстаўся назвай і вот этим дуальнасцю для своей две души, бо его Абдиралович. У Горка идется про русского человека, который имеет две души. Одна это Усход, другая Заход. И вот яны вот тут сидят в кожном русском и разрывают его столом. Все такое безладие вечно российское. И это самое. Так вот, а Абдиралович справился вот этим великим стилем. И вот этой дефиниции, вот этой проблемы двух душ русского человека перенес на белорусский контекст. Але дальше это мое. Наша литературознавство еще до Горка не добралась. Вот, я не литературознавство, хотя я скончил Московский литературный институт, и литератор, и филолог по адукации, а по сутности своей зусім не. Это не мое. Пожитие, разрешился. Але, знаете, конечно, текст Игната Абдираловича «Порнание» с Горковским, ну, скажем так, на порядок, больше глубокий, больше высокий, больше широкий. Ну, это не в минус Горкому. Горький здобыл славу не своими интеллектуальными рефлексиями, хотя я страшно любил Ницше, но так ницшанство его, так, скажем так, пошлой проекции. Не хочу минимизировать Горка, его и так уже за все эти Горки еще будет вертаться, Горки великий писатель. Ну, коли брать про этот текст. Так вот, коли я кажу, что текст Абдираловича значно значнейший за текст Горка, это не цікавится это поравнание. Я это перед историей того, как сказать, что коли я вот на початку сказал, что и на свящи с Богдановичем один со сборников, один сборничком вершил, а другие за одним эссе, то покинул потлумачить то, что это эссе, властно кажучи, по темам, по проблемам. Это сборник эссе, это не одно эссе. А тут столько сконцентровано, а тут, коли завгодно, и, скажем, эссе у ретроспекции фундаментальной антологии. Это те проблемы, где початок свету, где матка материя и огневы купала, а вот сполучаются и створяются життя, а вот и надиктовывать формы життя, форма это особенно важно будет. Конечно, тут и найперш нават некалькі эссе присвячених формі. Формі як основі соціально-культурного, якого завгодно життя. І абсолютно, вот уже что, гениально абсолютно, без метафоры, льющейся формы. Мы на этом спынемся. Особенно. Тут и социально-экономичное уладкаванне громадства, где два концепта кооперация и анархизм, як не дивно, ідуть у приклад, як нам збудувати своє життя. Тут і есе про концепцію національного канону запропонована менавіта Абдираловичем, хоча ніколи він його і як
концепт не писав, і тому наші політологи і так далі не звертають уваги абсолютно на есе Абдзіраловича. Хоча, можливо, його пропанови уже остануться ще далі у будучи основними форматами нашей жизнедеятельности. Ну, еще Мукширах, это уже не стоит на того, что все собьется в кучу. Тому давайте до некоторых базовых аспектов, які я хотів би бачити особливими есеями, і готовий бачити особливими есеями, ну, які вже ні я, ніхто інший не побачить. Найбільш читаємо, найбільш любиме у есе Абдзіраловича, ну, заходячи з праці студентами тягом 20 років, це, звісно, то, чим есе починається, ну, стыкновение Захода и Всхода на Беларусь. Боюсь, что и по сегодня башня читачев Абдзіраловича вот на этом, в принципе, исполняется. Хотя визия Абдзіраловича тут, ну, в концептуальном плане особенно ничем не оригинальна. Ну, вот, откинувши там это самое, отсылки неназванные до Горького, и до інших, потому что вот я згадав белорусскую думку 20-го століття, там 2/3 текстов лежит в основе их. Это проблема выбора Беларуси поміж Заходом и Всходом, змагання Беларуси за той чи інший вектор и так далее до того подобное. Як у Абдзіраловича це написано, як сформулювано, як виразно окреслено характеристики заходнього чоловіка і усходнього, і як, головне, критично і до тих Заходу, і до Сходу його ставлення. Не захоплення ні тими, ні тими. Кстати, я хотенько знайду, я вот потому что, ну вот про это Заход. Только по форме мы лечились католиками або православными. Например, мы были благими сынами и церкви, и костела, и отчизны, и отечества. Абдзіралович увесь час не зауважив, там нема публіцистики, там нема вот таких закриків. Ён не пропановував там ні за ВКЛ, ні за Речь Посполиту, ні за Россию, ні за що. Ён тільки підкреслив весь час, що і тое, хрен редьки не слаще. Потому что и тое навязывало свой концепт из Заходу и из Усходу. И там нас не было, и там не было. То есть мы потрапляли у эти, скажем, тенеты, и вот его, ну, заставано еще. Разом с Белорусщиной мы тратили и лепшую частку человечности, его для себя. То есть за Заходом и за Усходом углялося вот наше. Що таке наше? Ну, там, до речі, якраз коли Захід він характеризує, Усход характеризує, трошки характеризує і Білорусь. І все до білорусів. І все-таки, видите, это такое, ну, трошки наивно. До речі, текст, конечно, шмат учим наивный. Слухайте, ему 23-24 года, это подлеток, и он еще верши пишет. И Ирина Дубинецкая, я вчера в Витебскую читала, она вот один из них страшенно любит, лишь один из лепших вершей. Но хорошие верши в Беларуси кто только не писал. А такое эссе написал один Абдзіралович. Так что у нас этих поэтов и хороших
Пробачте, тут напевно, це саме не до сдвижения. Да, так вот эта риса Абдираловича не выставлять себе як лепшими, а только досить деликатно, ну, и достойная газета, что вот это накинутое на нас, ну, скажем так, удушає нас самих. А без нас самих у гэтым ці на захадзе, ці на ўсходзе фігня. Пробачте. Тому істотно, найперше, йому во всіх його філософуваннях, є соціальних дискурсів, соціально-політичних і громадських дискурсів, йому було істотно вот это саме выражение себе и своих проблем. И там, не шкодуючи про историю, что там не отримався з ВКЛ, з Речі Посполитої, з імперії, з чимось ще. Речі той самий, не знаю, хлопець у мене, час, ще нічого не говорю уже, как напишу. Это самое. То ж саме і відносно політичних партій. Ви вільні шматом? Ну, всіх. І демократичних, і ліберальних, і правих, і левих, і всіх нагляделся. Ну, все нагляделись. И это ж час писався із Сидоровича. Это страшенно треба улічити. Сусвітня війна тільки скончилася. Але не скончиться ще революція. От я питався там, що лепше, революція ці бунти, ну, для інтерв'ю. Скажу, тогда я жатую трошки. Да все страшно треба. Всюду революція, всюди бунти, всюду єнк. Усе розвалено, кров, нещастя, і так по всій Європі, ще по світі, да? И все, и большевики, и меньшевики, и либералы, и социалисты, и все они змагаются за мир. Все змагаются за мир, да? Это армянский анекдот, если буду за советскими часами, запытались, це буде Третья Сусветная война, на что армянская рада отказала. Не будет. Все народы загинут в борьбе за мир. Да. Так вот, и тут скажу, Люция, да что за елки-палки, да? Вот вы своим змаганием за правду и справедливость завели полчеловечества и здоровье доводите, да? А тут еще уже большевики почали лютовать там со страшными силами, там, а все селянские бунты, там, душицу России, за справу народа. Да, ну, гэта, вот его, вот гэта стиль мислення і аналітики сапраўдного філософа. Бачить з'яву поза своїми заангажуваннями. Воно трошки було заангажованості, я потім трохи раді скажу. Але зараз вельми істотно мені сказати, хоча б трохи про форму. Чого во всіх тих текстах, які писали в його час, скажімо, тогочасні белорусские интеллектуалы, не было и знаку, скажем так, ну, власне філософії, як філософська погляда на світ. І наш світ. Білоруси, вот наші там, про сусвет, ну да, проза, там, да, что-нибудь летим до зол, там что-нибудь еще, такое, цю поэзию, Просков. Але метафізичне мислення, воно було нам абсолютно чужое. Абсолютно, хоча, ну да, побач з текстом Абдираловича, звичайно, ставить текст Владимира Суліми, який якраз мислить метафізично. Ну там, що там, університетське мислення. Базовый центр своего текста Абдираловича – это проблема формы.
Ну, то, что інші форми нет. Но ввогуле поставить у основу текста проблему метафизичную проблему в форме, видите, поводле, скажем, христианского догмату, принаймні протестантов, по-моему, католиков, свет был створений екс-нігіль, да? З нічого, Богом. Да? Ви видите? Але ж спочатку було вот это нічого, да? Ну і не Богом, напевно, як ніхто, да? Вот свет. А ничто и Бог. Натурально это никто. Да? Ну, а все-таки Бог. И вот так проходят миллиарды, там, триллионы. Вот, и он все никто, свет ничто. Самая великая тайница. Ну, Бердников прошу весело поставиться. Я до людей, не мать фундаменталистов православных. Это самое, я с повагой стараюсь. Але дозвольте інтелектуалу бути вольним. От здесь тут. У церкви він почне таку говорити, конечно, треба йому по карту величина, миролюбство і виспятка, і вигнать. Да? А тут я прошу говорить, да. І от, і раптом, ну з чого, вот это самая великая тайниця всесвіту. З чого він нічого не було, і він ніхто, а потім, що він бабах. Что с этим робить? Але Бог был гениальным, ну гениальное слово, не тады, коли створил, уже что а тады, коли он придумал идею формы. Ну, видите, ничего нема. И никакой формы ничего не было. Нигде, никакой. Во всех миллиардах лет еще. И додуматься до идеи формы, это слово гениально просто смешно. А уже покольки він все може, коли він придумав ідею форми, то вже і форма повинна створюватися, а вже там і зору наліпити к пельменям, там і все остальне, це вже драбеза була. І от за цим взяв її украсть. Ну от придумати ідею форми, гэта просто фантастика. Это я до чего? Это не Абдерович пишет. Значит, но Абдерович в основу вот усіх своїх розваг кладе проблему формы. И он каже абсолютно слушно про то, что головная творчесть у человека – это ее створальник формы. Вот покой, ну вот наши першобытные там, да, формально формы ничего не створали, ну так и были по древах лазили, когда желуди збирали. Як придумали там шалаш, а потом еще домок, и так далее, а потом, значит, и палац, а потом и то, и пятое, и десятое, и лодку, и корабель. И пошло-поехало, начала формоваться цивилизация. Только тому, что у человека выявилась здольность, ясно, с Божьей допомогой, наша перша форма придумала, идея формы. Форма. Але не гэта, не материальное было больше складана. Нават Кельнский собор, Нотр-Дам, абсолютно все разом соступают створению формам социальным. Вот придумать спочатку, скажем так, форму князской дружины. Бо пакуль гэтай формы не было, датуль, ну, калі прыходзіў вораг, все бралі там Киев, потому что и шли, да? Форма войска вызволяла человека от того, как каждый учился там биться. Социальный институт там наставников, школьниц зробив такий невероятний прорыв наперед. Потому что так, покуль кожна мать и кожна бабуля там учила самопасу, хоть чему-нибудь, то, по-перше, это неэффективно, затем это профессионализм, там, але это
Затем, ну от соціальна форма там міліції, медицини, а то кожен собі лічив, плюс знахар, да? А тут і так далі, і так далі. Ну, а форма релігії, от я була там раніше, може, за інше, і наш не тільки вот это церкові костюми набудували, шиковніше. Да? І вона, як форма соціальна, то вже догматична культа, запропонувала лад життя на гэтым і на тим світі. Да? Ну, у різних релігіях по-разному їх і так далі. І так, все, що є, дякуючи формі. Форми – вищейшая якость творчості чоловіка, створення форми, а не вже це. Да? Але, з другого боку, форми мають всі форми. І матеріальні, і соціальні, і культурні, і релігійні, і так далі, мають тенденцію до того, як каменеть і мертвець. Усе. Нема вічно живих форм. Це вже каже Абдиралович, рано чи поздно. І вони мають ще тенденцію, от помираючи, ці мертвими, бути стагоді, тисячогоді і тримати життя і живих за ноги, за живих. Коли їх не розбурять. І їх бурять старі форми соціальні, там, революціями, війнами, там, ну, чим завгодно, гарматами, стрельбами, ну, внуками спочатку, і все останнє, вот. Бурять просто. То есть то, что было, створалося творчістю, самой живой, самой мощной энергетикой человека, толя, подвиг, обмертвевший, души гэта ж самых этот человек. Калі ён перастае ствараць, калі ён перастае верыць у творчасць, у творчы акт, у творчае, скажем, сваё эхо і так далее. И Первая Сусветная война была, вот все, ой, не ясно чего, там, там кто-то застрелился, пошло-поехало. Ерунда все это. Что в Российской империи, что в Европе, хотя Европа уже все-таки просунулась добре, да? Абсолютно. Вот все эти формы, социальные, политичные, культурные и так далее, уже не отповедали 20 столетию. Яны уже, это мало кто усведомлял, а усведомляючи не ведали, что я робити, что треба щось міняти. І от з гэтым не ведали, вот это колотнеча, повстала якась, знищожила там, чорт ведає, що і кого. І коли апошнє слово, чим закінчується це творчі зруйнує, да? От таких слов не бояться, школьні наставники особливо. А Абдиралович зараз вивчається в університеті, і в школі, але вивчають, ну ніяк не визначаючи його. І не ясно, як там вивчають, ну, принаймні, в програмах є. Дик Абдиралович просто пропонує блискучу, ну ці формулюють блискучу ідею. Слухайте, коли ви хочете, щоб не було війн, революцій і все остальне, дайте волю творчості без конца. Творчість зруйнує. Давайте руйнувати не гарматами, не кривьою, не ножами, не это самое. Давайте творчістю руйнувати то, що ожило. У мене ще класний фон. Я «Полночный ветер для спелых плодов». Дальше зараз прочитав, я страшенно люблю ці слова, шмат цитував, але я не думаю, що це з мене. А Юрій Станкевич, наш відомий прозаїк, один з ліпших, зараз зборник тільки що випустив, презентацію цитувала, який я так назвав. «Полночный ветер для спелых плодов». Ну, то есть цитата абсолютно ничего. Вот, а в чим йде про форму, якою. Зараз тоді ще один момент, який
звичайно, навіть дослідчики, мало нема. До речі, от, до заводу що не поспів. Я згадував Михайла Стрельцова, згадка Богдановича зборник, який вельми шмат зробив для цього саме. Так от, цей проєкт, який придумали у літучому мистецтві, ну, скажімо так, зборник текстів про Богдановича, ну, Степан скаже, що я тут так само причинився. Уласно кажучи, це спроба, ну я сам не зможу на усі разом написати так, як Стрельцов написав про Богдановича. Але от зробити зборник, де би все-таки необычные люди в этом интеллектуальном нашем белорусском свете поспробовали рассчитать по-розному, спречно и все остальное. Абдировичу. Вот зараз им практично, и он все еще застається вот, в ушки белорусского свету, навод, хотя, скажем, вот, философский, интеллектуальный дискурс, его, ну, без час. А литературы нема зовсім, да? Да, так от, навіть тих, хто все-таки займається, да, не звертають уваги, ну, когда, наприклад, страшенно важні речі для Абдировича. На кооперацію і анархізм. До речі, вернувшись з війни у Вільні, Абдирович у кооперативі працював і да, ближайшими усходними единоборствами занимался. Уже тогда, оказывается, мода была. Да. Чому абсолютизация кооперации? А тому, что отдельная форма вытворчости и экономичной, ну, творчості мови, непримусовая, свободного человека, это кооператив. Между прочим, кажется, Владимир Ленин писал про, как нам уже называть, не Равкин, потому что про кооперацию, колгасами почти называться, и колгасы уже абсолютно не были не свободны, туда изгоняли, и над ними стояется кооператив. Вельми широкий, оказывается, все молчат. И по сегодня кооперация вельми развита и в Европе. Там могутнейшие теоретичные базы. А вот тогда, как раз, когда стало уже бачно, что советы, еще больше примусовые, чем капиталисты, да? Турецкий, английский, и в Италии вельми мощный рух. Сошлися на тим, певні теоретики, які були, от, скажімо, відносять до утопічного соціалізму, там, Фур'є, Сен-Симон, там, інші. Сошлися, що тільки кооператив, то есть, коли люди, кожен свободно там уступає в кооператив, да? Вот, і отримує за свою частку праці. Але кооператив нельзя унести, там у тебя есть миллион, ты с миллионом уступаешь, да, и от его дивиденды. У відрознення от уже інших капіталістичних форм. А у ідеалі, чисто теоретично, це правда саме ліпше. Тому він шмат згадує вот эти, скажімо, такі кооперативи, Запорожську Січ, ну, найбільших, саму близьку для Білорусі. Ну, їх шмат завсюди в світі було. Ну, натурально, називається не кооперативами. А у чим ідеалізм і помилка тих, хто ратує, просто кажучи, за кооперативи? Річ у тім, що вони справді, можливо, ще в 19 році могли стати домінуючими. Могли, але вже і тоді навіть стали, бо вже починався час індустрії. Кооперативом не створиш МАЗ, Минский автомобильный завод. Кооперативом не створиш тракторный завод. Кооперативом не створиш, ну что там, завод космических аппаратов, там, или так далее, или так далее. На жаль, их можно створять альбо
праз державні інституції, яка субсидірує, ці праз капітал. Великий капітал, який. Да? Вот. І тому гэта зноў подлеток. 23 года, 24. Конечно, хочется аж знайсці, сезам откроется, знайсці это перпетум мобиле для всего человечества. Хотя он вельми осторожен. Ну, и про анархизм несколько слов. Все партии, все ганьбуя абсолютно. Ой, ну, это про розно, это політичне, як і не міняє все остальне. Тепер же, а тут уже это национализм. Тепер же невеликі кучки буржуазії, шляхетства, ці політичних бадзяков напинають горло от кохання до батьківщини. Ну, то есть, коли батьківщина вже стала, скажем так, да, вот як зараз зажили Білорусь били, висадили, а зараз квітне Білорусь, і всі страшенно люблять наші політичні влада, еліта Білорусь, і все остальне, это а треба буде, і будуть скричати, що і жили в Білорусі, і все, і від себе. Ну, всіх, і має рацію, скажімо так, а і наші. Має наших, не ваших, ну, вот, незалежных политиков, хотя одно другого я поважаю. Вот, так вот, знаете, сантимент, хоть так сам там, что стиль трошки издекливые частушки, был бы только до анархизма. Ну, смотрите, два слова. Спаскужене абсолютно слово анархизма для людей старшего веку, где вовля про саме батьку Бахно и все остальное. То есть коммунистическая идеология сделала все, что могла, как, скажем, вытравить своего основного соперника, женщин. Политично. А найлепше это было про, ну, зняла наш скепсис. Ну, як відомо, лідер і теоретик Бакунін анархізму, і він був головним опонентом Карла Маркса, між іншим. Вот, і не просто опонентом, він і голосувався, і дискутував, і воював за них, і так далі. Потім до Бакуніна долучилася ще одна фантастична фігура. Бакунін був дворянин, граф Кропоткін. Вот. Вот, ну, нема часу про їх розповідати. Ну, в чим сутність? Сутність у тим, що з чим розійшовся Бакунін з Марксом? З тим, що Маркс сказав, що революція робочого класу повинна скончиться не тільки перемогою, а диктатурою рабочих. Это прямо прописано. Вот замес там был класс самым диктатором, дворян, зараз диктатура рабочий класс. Бакунин сказал, ну блин, что за фигня, побойте себе Бога. То есть робить революцию, когда для остальных поставить других. То были помещики, то станут это самое. А Маркс абсолютно не это самое, не соступал ни грамма, и у него рацию. Бакунин, я же покажу, продукт. Ну, Бакунин почувствовал старать своей партии, это все до интриги. Но сутність у чим анархизму? У тим, как змінізувати, і ще ліпше вовремя викинуть державу. Держава – это завсёды примус. Любая. Самая лепшая Америка, самый лепший Гонконг. Что там? Это примус. Наши идеалисты, в сенсі русские, як Бакунін і Кропоткін, все-таки вірили, що можна створити і побудувати громадство, яке буде квітнети, буде там усе хороше, без гэтага примусу. Ну, принаймні, самий мінімальний примус. Да? А от, як гэта і міркавалі, значить, вот это ідеалісти, соціалісти, саме це саме, ну, утопісти соціалісти от тих часов. І тому Абдиралович
все-таки втайне верю, что рано чи поздно вот, непримусовое об'єднання людей без диктата держави переможе. Люди будуть вольні. Просто або льючися форма. Ну то ж літерально, богослов'я і перепитання. Здавалось бы, оксюморон, да? Что значит льючися форма? Форма как раз то, что запиняет все на встречу. Як сказав би Гайдегер, речь встроенного электростанции Мартин Гайдегер. Но тут человек пропановывает абсолютно оригинальный концепт, такой несмеянный, льючися форма. Ну, по-перше, тут идет социально, там, ну, экономично-культурный аспект. Льючися тут не просто, что церква повинна сейчас сама себе там бути, да? А льючися в том сенсе, что не затримуючися, як щось порохне, там, плод, соспел таки, збивай, новые выходы и все остальное. А вот, але в метафизичном сенсе это абсолютно докладная формула, такой глибоко оцінку, може питання будуть. Разом з тим, зараз, от коли ми обмірковували на цій літній школі, це літучий університет, обділуючи проблему зборника, і, звісно, льючася форма. До речі, завсюди головне питання, коли ми обмірковуємо колегами, це база, це концепт льючися форми. Да? Ну, то, что просто не уявлялось, кроме такая интеллектуальная забавка, да, скажем так, философская, метафизическая. Давайте поглядим на наш интернет сегодня. Мы мышкой у руце эти формы щелкаем, да, меняем их по 10 за 1 секунду. Там же яны весь час рухомые под нашей волей. Все рухомо. Информация рухома, картинки рухомые. И так далее, и так далее. То есть там, у виртуальном свете, форма стала сапраўды уже льючися не в сенсе, там, вот, хваля, да? А в сенсе своей сущности. Хотя, конечно, и думать не думал натурально про это. Ну, я просто хотя бы один. Тема льючися в формі вельми складана, і може ми тут, ну, коли будуть питання, то ясно, я вернуся до їх, просто розпочинати всерйоз. Ну, я не думаю, що це такий уже жартик, скажу так, що льючися форма. Інтернет где-то вогли побудований на принципах льючися форми. На початку лекції ви про эту розтяжку усход-захад казали, яка присутніша у есе Ігната Абдіровича. Ну і як я зрозумів, що таке супротивопоставлення в таким яскраво, ну, соціально-політичним контексті, скажімо так. Ось це усход-захад, це концепти соціально-політичні. А ось коли переважно, але і релігійне, і культурне, і ментальне, тут от все, але ну переважно, да, соціально-політичне. А ось коли казати про льючуюся форму, коли це не метафора, а концепт, яна у яким полі? Це так само там політичне, метафізичне поле найперше. А що це значить? Льючуюся форма у метафізичному полі. Видите, коли ми будемо глядіти на світ, на сусвіт, як на ціле, да, то і в глобальному контексті ціле. Да, на світ як битцо, як одно промініде, як адіде, це саме плотина їх і так далі, ці ейдоси, Платона, то тут, конечно, весь час вот форма, тут ничто не устойчивое. Тут галактики зникают и ствараются, Солнце гаснут и это самое. Нават у контексте земной кули, скажем, все плывет, все течет, все меняется весь час.
не только тают это самое, там, дины и айсберги и все остальное. Рухаются материки. Помаленьку. Да? Усо сейчас ничего постоянного. Інша річ, що вот тревуща, ну, у кожного камень меняется, так само як меняется облачинки. Просто худкость змену облачения. У промежок часу одна, у камень другая. Извините, вы уже в кольке? Я не буду питаться кольки. Ну ладно, хорошо. Кольки вы уже поменялись. Видите, вот у меня, не отказывайте. Вот у вас Я не могу отказаться. уже дочка вот это сам, да? И вы сами бачите, як вона меняется. Вы уже абсолютно, вы называетесь по-ранейшему Дмитрия Галиновский, да? Но от Дмитрия Галиновского у 5 год под одним прозвищем, да? Там же ничего не засталось. Ничего не засталось. Вот зараз у меня вышла наприкінці года 2015 книжиця, яку Дмитрий згадував. Вона називається «Проснуться ранком у своїй країні». Вот. Ну, это сбор текстов, скажем так, не совсем. Бо книга, я вельми остро відчуваю розницю поміж зборником і книгою. Там не совсем отримався, а гречневий. У аннотации я написал хотя аннотацию по полной редакции, писать на лайдаків, всі ніколи за все правда розрушаються. Так там прикладно такий текстик, і на окладку, на тильник в окладці винесений. Гэта не книга, я цитую близко. Гэта не книга, гэта збор текстов, які імкнецца стаць книгой. Але залішне розным быў аўтар у тыя гады, калі ён пісаў гэтыя тексты, там что-то еще, залишние розные были текстами. Как вот, ничего, что она написана хаурусом автором, хоть у разных часы, в разные эпохи, складено хаурусом автором, які тільки по ранейшей заведенці, подвечной заведенцы называется под одним прозвищем Валентина Худович. Я это вельми остро отчуваю, что Валентин Худович это сапраўды, это прозвище, ну так, перевокал, в пашпорте было, как Вельского милиция. Вы хотите сказать, что покуль вы писали это эссе? Там, конечно, так и по текстам, вот чему, это я себе индульгенция, по текстах, бачите, настолько разные. Стиль, словник, мое увидение, бачение света, наших проблем, женских, национальных, там, метафизичных. Все меняется. А як вы доведуетесь, что форма уже там спорахнела, состарела, закостенела? Вы знаете, треба менять. Вот это вельми проблемно. Я вам скажу, что наши письменники старейшего поколения, а еще старейшие, так и не зрозумели это. Яны и у 70 все шкрамболят этой вершики, думаючи, что им все еще 20-30, коли сапраўды, они были полные энергетики, и полной творчести. На жаль, про это и кажа Абдиралович, кажучи творить уже не могут. Творчесть – это справа молодых. На жаль, для людей таких, как я. Вот. Нет, Наша, прошу,
И всюду так. Но это не значит, что ты сам. Ты повинен отчуваться. И тому я вот это чую, что это не я. Я зараз так не могу. Учиться, так як я писав ті тексти тоді, коли я був інший. Ну, перша книжка у мене, яка називається «Мені нема». Роздуми на руїнах чоловіка. Ну, это уже інша, это уже метафизичная проблема. Ну, отличный человек. А Вовля только я, это только грамматичная категория, некая я нема. Ну, нас заведе это далеко от Абдировича. Все-таки помеж мною и Абдировичем уже прошло 70 лет. Помеж Заходом и Восходом мы еще подобно мыслим, а метафизично все-таки. Я не поспел, не вырос до взрослой метафизики. А у им вот эти початки абсолютно гениальная метафизика. Ну, где-то так. У нас ще є питання. Да, ты у нас Ці дає адказ Абдзіралович на питання, коли белорусы, ну, скажем так, спынюць метусіцца, метацца ад захаду до ўсходу, ад усходу до захаду, калі супакоюцца, знойдуць тое аптымальнае месца, якое ім наканавана, якім будзе адносна спакойна. Хитро выключится зараз. Когда все белорусы прочитают Абдировича и зразумеют, не ранее. А Абдирович вот всем своим текстом каже, что хопить треба шукать на інших шляхов. Вот его двойче повторная фраза «треба шукать на інших шляхов». Правда, он эту фразу каже односно, что не повинно быть белорусского миссионизма. Ой, зараз я ще одну реченьку пропустил мне истотную. То есть шмат істотно, но тому не польський місіонізм, у основі, у базі якого був походжий з Білорусі, як він пише, Міцкевич, хоча загалом був Таванський, знаменитий історії польський, ідею і ідеологію польського місіонізму. Не русский місіонізм, третій Рим, Сусветная революция и так далее. Миссионизм русский. Миссионизм кожи. Зледище Абдировича слушно. И он не только трущит інших, змушає їх бути не собой, ну і білорусів. Найперш білорусів. Але ён і месіянський народ, ну, з'їдає, видає, розпиляє, хоча тут не надто має рацію, габрайський месіанізм. Ён замацаваў і утрымаў іх цягам стольких годов и тысячелетий, то есть не дал рассыпаться, развалиться, потому что они себе от початку лечили мессианским народом, бо Бог заключил с ними домову, сегодня мы сказали, социальный контракт, скажем, они будут ему отданы у эту самую до решты, а он их будет опековать з взгляду на то, как им траплять в вечность. И вот эта связь Бога с народом Израиля, и он и утрымал, что вот так заклятые, проклятые семьи, скажем так, это самое, тримаються і сьогодні. Так що тут ні, але я цілком згодний, треба не наш мессианство, ну, а тенденция мессианства и у нас хапала. Чему так столько хапанулся за идею большевизма и сусветной революции? Чему так активно русский мир и заскоки? И вот это и поперечення білорусам, які симпатизуються русскому миру. Вот. Ну, ми інші. Мені здається,
Тому здається, тобто, як хто знає, а Дзералович так каже, я з ним цілком згодний. Не наші дешеві. Махчима русських, ну, хай собі, махчима. Поляків так само не. Поляки трапили у облуду у своєму змаганні вічним з російцями, і вони так само захотіли змагатися як месіанська нація. Правда, они сказали, что наше мессианство – это нести покуту, сусветную покуту. Разборі. Я вашим питанням скористаюся трошки по-іншому, що я пропустив, що вельми істотно. Мало хто звертає увагу на назву «Одвічним шляхом». Ну, так, якби риторика. Ну, пригожа, поетична, все остальне. Гэта одна з важнейших концептуальных месцаў. Гэта тэкст. Потому что, калі паўстаў беларускі нацыяналізм, нацыянальная ідэя, ідэалогія, все остальное, раз повод почали шукать, у России есть русская идея, значит, нам для будовы нации потрібна белорусская идея. И почали биться головой об стенку. Куда не ткнуться, нема белорусской идеи. Нема и нема. Куда и выйти? Не могу. Всего разных причин. Абдзералович гэтай назвай вырашыў гэтае пытанне адразу і назаўжды, ну, прынамсі, калі хто хоча з ёй параіцца. Нема ніякай беларускай ідэі. І ўвогуле нацыянальная ідэя, зараз вярнуся, с моим речи, ну, ерундальненько. Мне кажется, часто журналисты пытаются про национальную идею, как белорусы, все остальное. Я пытаюсь не только журналистов, а их, ну, там, дискуссии, там, где заводы, на телебачении, не памятаю. Ну, на Белсате я слышал. Уже вот 20 лет прошел. Да что это прошает? Ладно. Мне все равно, что белорусская национальная идея. Послушайте, национальная идея может быть, пока нации нема. Идея может быть, вот, ну, сформовать нацию. А коли нация сформована, ну вот, а какая национальная идея у литовцев? Трапили в ее развяз. Вот и все скончилась национальная идея. Да? Ну, и у кого угодно. То есть, ну да, на сформование нации, на некий час может возникнуть некая национальная идея. Ну, не знаю, Гагарину космос запустить. Советский канал побудовали, да? И взять что. Ну, побудовали. И все. Как хоть кто мне назвал, хоть кого, хоть сделал кого, вот эту национальную идею, якой все вечно бесходно гуляется, вечно не хотел. И тому одвечным шляхом Абдзералович, это, конечно, абсолютно заменник национальной идеи, да? Наш шлях одвечный. Исти по ему, покой солнце над земной кулей заходит и заходит. Исти по максимуму такими, какими мы есть. Да? Немагчыма в сучасным свете не подсекать от себе все это впливу. Але самое главное, самое каштовное, что у нас есть, а уже не знаю, что каштовное, заходит исти. І це, знову ж, як страшенна життєлюбна ідея творче зруйнуємо, да? Лепше я і не ведаю. Так, гэта самая життєлюбная ідея, з яких є наша національна ідея, треба назвати національною ідеєю, одвічний шлях. Так. Так это снова уже будет заимение. Застається. Это как раз и покажет, что национальная идея, да? Вот чуть это пустые слова. А вечный шлях, это не пустые слова, ну ясно по желанию. Все хочется вечный шлях. Да? А вот, ну, Олег приносит. Просто жить, нарожать детей, ховать старых,
творить, и творчество руйновать отжилое. И простогодие, про тысячегодие, про вечность. Нас идет вечность. От вечным шляхом. Так наши продки и жили таким же. Конечно. У нас все просто, а вы Ну, что тут уже... Мне подается тут махлярство. Мы тут Я думаю, что... Махлярство Вы знаете, такое- я настолько солидарный с этим. Вот эта идея змагання, ясно, что нечто, бывает ситуация, коли які викликаються змагатися, супротиву. Вот. Но кожен раз, кожен день, у який ми змагаємося, супротив когось, гэта страчаны дзень. Калі я на свободе молодым людям раю, калі вам так хочется супротиву и змагаться, да? Ну хорошо. Значит, один день на тыдзень змагайтесь, а 6 дней кахайтесь, учитесь, читайте книги, вандруйте. Не забывайте, что день змагання – это страченный день. Я разумею, тут все полумяные змагали, и я быццам гэта кощунство страшнейшее. Але давайте поглядим по-философски. Подчас змагання ничего не становится. Змагання, да, навіть за свободу, якое, ну святое, да, чему же. Але в этот, когда змагаешься, в той части, когда ты змагаешься, ты ничего не створаешь. Ты просто разбураешь стену. Так? Добре, сапраўды, беспечно. Коли стены нас окружают, то треба их разбурать. И часом треба змагаться, притиснути так, що да? Але треба ясно розуміти, що у гэты час, коли мы змагаемся, ну, как ты не профессиональный революционер, тогда это твоя справа. Да? Это просто твоя справа, твое наканавание и так далее. Ты повинен змагаться, сидеть, там, расстрелянным быть и все остальное. Ну, ты выбрал. Я как гонщик, да, не выключаю, что урежется кто-нибудь на этом болиде своими и без носа становится. Да? Ну, это варианты профессии. А нормальному человеку змагание, да? Вот, да, и это не парадокс. Вот, ну, вот так они. И тому, вот, один день змагайся, 6 у нас остальные, и главное, учиться, кахайся там и все остальное. И стварай что-нибудь, стварай, каханьем стварай детей, в учебе стварай себе для некой справы, веды и так далее, яка буде бурить эту же самую стену, да, яка думка, что вот мы стали мир разрушили до основания, а затем, да, ущербная абсолютно, ну разбурили до основания из этого, да? Вот 100 год вот эти самые, цикорки там, кострической революции. И что? Аж абсолютно справедливо. И шли, и люди верили, и справедливо верили, что да, ну форма-то старая была, уже все. Это империя, и царь, некий царь, уже 20 столетие, уже давным-давно, а тут и Андеровички же, творичі зробили. Не руйнуючи зимний палац. Інша річ, що тут ж проблема, все не так просто, это же схема. А вот, так же твориться не дается. Вот старое, но ж тримає живих за ноги. И не дає створати. Тому воно провокує змагання, коли змагатися з ним. Это провокация, кому не створали, а змагались. Вообще на площадь. И знову пойдете, я пойду. Я на всех площадях был. Я уже с подорожья сказал, что комиссия год 18 от початку света, я сказал, что придут наши,
Так я подам петицию, как мне хотя бы за все это бесконце вміти, мені ходили, спочатку всі ходили. Столько уже заносил человеков, как мне хоть выплатили на человеке, который за это поэтому не дочекаюсь. А вот. Ну вот так, я зрозумела, все это спрощено. Это доминация никакая. Но это уже не Абдиралович, это уже я. А вот. Но Абдиралович так само против. Потому что вот все партии, про яких він страшенно не жив, ну все, да, я казав? Так, все там. Усе выйдем с чільними родами, як наш гімн, да? И, блин, всех. И затем, да? Окромя анархистов. Окромя анархистов. Ну, значит, ты бежишь, Бакунин кожну рано прочитався і казав, одна фраза, як у этого римского сенатора, Перфорген мусить быть разборный, а Бакунин почему сказал, нет, дальше так жить нельзя. Вот. Значит, но все-таки, до речі, страшенно любил Ленина, а Кропоткин дожил до революции. Самая яркая после Бакунина фигура российского анархизма. И сустракался с Лениным несколько разов. Бакунина Ленин унес спис 20 наибольш ярких и значных фигур, и те змагались за справу рабочего класса. Ну, Нельсон официально, напомню, а потом Кропоткин переписывался, и сюжет-доследчики Ленину подобались его думу. Ну, это, конечно, сделал вещи, потом определился все утопизм. Вот тут с молодым человеком. Вот, говорит, треба было жладу тримать. То есть, да, хорошие лозунги, все, да. Ну ладно, там, а мать без криві, там, это ж казки про зиму. А потім захватиш влад, треба тренувати, треба військо озброювати, треба німців вибивати, треба самих цих, хто на їх владу. І починається кров. Ну, короче, кажучи, я не революционер, это однозначно. Вот, потому что, коли наши перемагают, та же самая будет беда, и перемагают не наши. А на что вы ходили тогда? На митинги, вот, топтали свои... Спочатку, стихия, слухайте, я 40 год прожил у той цивилизации советской, да, где на площадь, как первый раз, тримався, на маленьку площу вийти, я сейчас згадав Галича, довго жив його слово одної пісні. Сможеш вийти на площадь, смеешь ли выйти на площадь в тот назначенный час. Вот эта буропенность жила, я уже был совсем не подростком, да? Это потреба была. 40 год затиснутым вот у всего это, да? А вот тут уже не до рации, да? А потом ходил, потому что меня поддавались до чего на велосипеде. Только деревьев, ну я же не слухаю, ну что, я и так сам могу говорить, их там, любовь, вот крымская политика наша, а можно еще и легче, за некоторых. Вот, собри, там все остальное. Ты шамапался, правда? Ты же у меня, коли мои дети почали не на Пошей площади, а там, где наметы стояли, заставаться, мне звонит, нет, не хотелось сесть. А там вся семья, вот, ну, уже палатки, наметы. Ну, я семья буде в наметах ночью там на этой площади, в этом страху, а мужик, як вилі, ще майстер спорту поговорив. А чогось там по горах ходив. У хаті під периной лежать, да? Ну, конечно, собрался большой. Ну, вот так. Ну, я просто свою историю. Это не значит, что правильно. Потому что и ты меняешься. У різні узрости, у різний час,
скажем так. Ночью я ходил в горы. Из России 25 год. И все горы от Камчатки до Карпат, там, и облазил, и не одной чего. Ну, за черство вот. Вот. Може, стара форма просто тримала вас. Да, це саме. да. Вот. Так а зараз з мітингами ви ж вже зрозуміли, що ця форма Да, живе? да. Ну, Потому что из ситра. хотите, но я могу попасть и через все, конечно, будет сопротивление. Не просто там 5 политиканов собрало 50 человек, да? А коли я чую напругу, то цілком можливо я пойду, і може підпаде до берегу, я пойду. Мне уже зараз творчість уже обмін США собрали. А вот мне уже только что из-за солнца подставить свою спину до берегу. Хоть какая користь. А вот, да, так. Просто у меня есть вот этой книжцы, центральный текст, совершенно страшный, драматичный. Хотя книжка не надо страшная, ну, пришлось рамку своей країни. С такой брутальной назвой, что все, конечно, книжку будут читать за этой назвой, не ведущие, что подъют, да, на плоти часу. Сколько написано там? Что-то видишь, да, так вот, называется «Про мужчинский климакс и лишек життя». А вот, так вот, я доследую проблему возраста, проблему творчести и наиболее страшную проблему лишка життя. Вот, як море, да? А вот, ну, а некоторые інші, это треба читати в двух словах. Не видишься, може ще А як относитесь ось до того, що апошнім часом такі намагання йдуть отражати ось церкву, наприклад, особливо це з усходу к нам іде ось це РПЦ, обновляють церкви, не всі приходи обновляють. Причому це так само форма така доволі скостенела, і вони, ну, не важно, як вони там, якщо, ну, в відрозненні від того ж костюла, там все ж тим, трохи більш відповідає, да, сучасності, ніж там намагається такої більш методи які там з молоддю працювати. А тут це все закостеніло, але ж вони ось це піхають, і ці не, може бути, як часткою національної ідеї, може знову взятися за неку таке створення унії, але вже унії на основі релігії, але більш такою просунутою відповідно з часом. Може, це частка такого було б, нічого такого процесу, більш такого єднаючого нашу націю. Такая религия и ты, а лишь вот. Ну, знаете, я одну другую часть скажу. Ну, на первую часть. Я абсолютно супер. Хотя меня это не порог. Разумеется, яны все думают нам замацеваться, тут навязать, про какие маковки, эти цибулины без конца. Ничего, прошел уже этот час. А все равно мне эстетично, неприемно, потому что это вот, конечно, что такое белорусы, да, это вот там в этом персте наша церква, ну, эстетичная, я говорю, архитектурно, абсолютно инша, навіть так, да. А уже у додаток тут и так пустые все-таки были, а их еще это абсолютный вариант экспансии, скажем, такой, да, с того боку, про РПЦ. И РПЦ я сам хрещен его православие, да. А вот, ну я что, не виноват, да? Что я христиан, да? Но я РПЦ не люблю, пробачьте, православную и все остальное. И просто, ну, по значению не люблю. Потому что это соправдание византист. Церква все-таки это святой. Это святый шлях, да, ну, свобода верника умовная, а не все-таки. Да? А у РПЦ завсёды была институтом державы, ну, практично завсёды. Вот это все, что нормально, просто синод заробил, сегодня трите головы, не гуляйте с головой. А вот, конечно, своей маме, такая православная фундаменталистка, я ничего это не сказал, ни разу.
Вот. Так що тут нема питання, хоча з іншого боку, я за це не можу толку. Вони просто не приїдуть, розумієте, гэтым уже не замацуешь, ни 17, ни 18, ни 19. Олег, это погроза? Нет, это просто неприятность. Ну, знаю лично. Я вот, покольки тоже, напевне, вірник юристів, по-моєму, задав питання це якраз другое. Річ у тим, що, ну, я зараз, ні, спочатку я відкажу на це саме, а потім я завжди симпатизував уніата. Да? Ну, от калерання, яка більш натуральна. Хоча я думаю, що найбільш нам протестантизм підійшов, ну, працювати. У нас нема от цієї містичної складової, як у католиків, ну, у поляків, да, от містичні там, віри. Да. Мільйон виходить на папу поглядати. У нас тут. Но уніатство, да, мені бачилося, ну, от, все-таки протестантизм, при тим, що мені здалося, він саме наше, ну, не поспів в ті часи, коли тут був активно, ну, замацуватися і не стати нам родним туром. А це просто працюй, збагачайся, роби, значить, ніяких там особливих молінь, ніякої містики залишні, нічого, ніяких там святих мощів. Вот, розумієте, святе мощі. Костка лежить святая, не є, без чого. І ходять і молять. Так и нас лечить? Ну, Ну, коли лечить, молиш, это не так отдались. А чому тоді протестанти своїх святих не молятся? а имя папа, мама не сказала, что вы такое. Что лечить, да, можете. Вот, не, Боже, я над верой, ну, Я сказал, Иисус, во что поверите, тем и лечите. Ну, и это правда. Вот, ну, але, то есть, вот мне з іншого, до речі, мой син, у мене син і дочка. І, ну, на такому місці, счастливо, тихонько, і не видел до 20 что хрещен. А може и позднее. Ну, не было. Вот, а Мати боялся сказать, ну, все-таки, выболтались где-нибудь с комсомола за границу. Беда будет. Ну, такие час, что-нибудь подобное заспели. Да, значит, ну, и я выращу у католиков. Хотя, думаю, як Мати буду сказать, ну, бабулі не хочу. Пошел червоний костюм. А жонка у меня католичка. Ну, я подъезжал. А мне ник, дифференцию все равно. Пошел. А ты говоришь, ой, треба, как вы у католики підпірати самі. Хрестились, как что, шлюб позади под костюм. Ну, у вас, говорите, вы хорошо. Пришел про дорогу, вот, там, две эти наши вешки, Петра и Павла. Захожу, кажу, действительно, Боже, здесь 25 рублей с человека. Все равно приводятся. А вот, да, но, значит, в отросте от меня дети, не знаю, як на супротиве, выросли досить религийными. Сын перехрестился у униаты, и причем ходит на службу, все остальное, хотя живой, активный. Магистр, вот, ну, дочка, вот, магистр зараз отримує. А дочка вот не перехрестилась, але все равно ходит в католическую церковь. И постится еще по-католически. То есть такая у нас решает. Вот, так вот, на питание. Я думаю, что поздно. И вот зараз про это. Вот очень речь, шановные коллеги. Я трохи збираю сумні зв'язки для вірників всіх конфесій. За 20-е століття не усіються, але це досить серйозне дослідження. Як указано на Радіо Свободи, до речі, покуль був передача це саме Рівня Свобода, а Боже, ну не стоїть. Кількість вірників всіх конфесій разом з буддистами
і усімі іншими за 20 століття в 2,5 рази зменшилось. Это при тым, что насельство выросло на земной куле у 3 разы. Ну, потом шмат по разных краинах. Литерально 2 тижні я написал в своем философии Антипин, у нас вечно за ним дискуссии. РБК, такая досить серьезная радиостанция российская, один я гляжу, все остальные европейские гляжу. Дала информацию, что по опошним соцопытанию, где было поставлено, верите вы у той, что свет створил Бог? Ну, там верите, что свет был створенный завдяки великому выбуху, большому взрыву. Серед немцев до 20 год. А ни одного процента не было за то, что свет створил Бог. До 28. Ну, а там кто за выбух, кто еще за черт полохи и так далее. Приблизно такие от 2 до 4 лічби по всей Полночной Европе. Церкви закрываются, отдаются под рестораны, под что завгодно. У Бонн запросили выступить с лекцией. Ну, это уже они 3 было. Меня уразило. Магистрат Бонн запросил. Зранку до вечера неделю звонит. Звонит у всех. А там и шмат. Почали зазирать. Ни одного человека. На целый день звонит, кто пришел. Немцы. Стратили религийность. Еще больше сгубили чехи. Ну, еще больше там шведы, датчане, норвежцы. То, что кризис религии, религиозность, свідомості релігії, это уже, не знищено, починаючи Бог панув. Тому що Ніцше сказав, що это реальность, причин, я вот такие не верю, это страшенно тревожит. Потому что это религийный человек створил эту цивилизацию, как мы живем. То есть он вот 2000 створал, но только и христианин створал, человек как христианский, значит, там буддийский, там мусульманский виды. То есть все, что это створено тем религийным человеком. Ну, коли он был атеистом, это ничто не важно. Но все было, как будет далі, коли релігійний чоловік, ясно, що застанеться у них культності, але не буде базовим, домінантним. Який світ створиться вот этот чоловік, не базовий, не домінантний, да? Я не видаю, не впевнений. Я боюся, я тривожуся. З іншого боку, я не бачу підстав для такого пассіонарного отражения релігійної свідомості. І річ навіть не о питанні, що у нас проблема релігійного чоловіка, гэтым Павла, мы читаем про это, кажуть и патриархи православной церкви и так далее. 5% воцерквленных, и то я думаю, что там подогнали в России. 5% воцерквленных. Все остальные, да, яйца, цветки, как фарбуются. У баллонки кидаются. Вот и вся религия. Короче кажучи, это така серйозне і драматичне. І менш драматичне, може драматичне, ніж проблема ліжка життя. Ось на ваш погляд, прага чоловіка для трансцендентного, то, що може забезпечувало ось церква, коли ви кажете про релігійного чоловіка, ось є некий
альтэрнатыва, скажем, у гэтым сэнсе, там, якая інстытуцыя ці там... В тым рэч няма. Вот, чым, калі я кажу пра рэлігійна, вот чалавека мы ехали здесь, я вам казаў, што метафізіка, філасофія, першая філасофія, якая ввогуле і абапіралася, трымалася трансцэндэнтна, яна памірае. То есть яна памірае яшчэ раней, чым трансцэндэнтная у дагмаце. Вот. И тому, знаете, с взглядом немножко полохаться, я не хотел бы, но, ну, все правда, мне тревожно, бо штось адбываецца, чалавек пераселяецца з бацькаўшчыны у манітор, уже манітор его бацькаўшчыны, скажем, и там штосьці з ім робіцца, мне здаецца, он не шполный. Увесь в этой информации и так далее, но там уже трансцендентное нема, высокое небо. Человек жил с взгляду на небо, все 5000 ходит, ну хотя бы потому что там было. Философ правил швейцарский знаменитый. Каждый вечер выходите, полторы годины хотя бы глядеть на небо. Вышину. Небо задавало вышину, доминанту. Так може в этом... Монитор не задає вишині, не задає глибині. Монитор плоский. Там вот льючится форма, але вот такой плоской проекции, без конца. Льется. Эта информация, я уже начал выключать это сам компьютер. Я уже перестал книги читать. И я зашел выйти от интернета до чего. Я начал Плутарха читать, Перерчи, ну, всяких героев. И это одно вертование, дочка моя, и кажу, чему ты пишешь свою магистерскую библиотеку хочешь писать? Кажу, там компьютер. А тут компьютер, и она не может его как не улучшить, как не понять, что за полгодины ее дослали на ее адрес с Европы. Что за жах. И вот, видите, это что дня, это с детства, это с 1,5 года, с 2 годов, скажем так, да? И главное, что яны, вот эта информация, вот с этой паутине, и ну, его в интернете, огульная для всех. Для всего света, вот это лепшая гульня, все дети света являются одной и той же самой гульней. А все взрослые споживают одну и ту же самую информацию. Там взорвался самолет, там. Это зранку до вечера и все життя. А недзе у меня было, ну, надо друковали вот их, как называется, в этих часописах, ну, там, где таких новаторских славных, ну, гламурных, да. И там я вот сформулировал, и по сегодня памятаю, ну, такое шаленое, я написал, что там сказал, что шаленая думка, что вот этот человек, свет великих людей, да, вот, какие стали, и там, ну, вот все такие фигуры были, фигуры. Зараз фигуры только у поп, ну, и плюс еще Цукерберг, да, ну, вот такие известные. И, да, что хутчэй за ўсё час гэтых людзей, малювали Монолизы, там, ну, Монолиза, ну, все остальное, да, магчыма заканчивается и чему, что якраз уже новому часу потребен якраз унификованы средненький человек, великий гений, уже не потребен. Каб их ровненько скласти у некую конфигурацию, деля уже еще больше
великих справ. Потому что вот великих людей не зберешь, кожен сам по себе. Их, з їх не складеш, як називається. Пазл. Пазл. Великий пазл, ты можешь это сам, да? А вот коли уже наши и ваши дети, там, и внуки, вот про интернет зунификуются, да, ну, пазл так само же не ровненький, не квадратик, так разные пазл, да? Вот тогда всех людей можно будет скласти в один різний пазл, там, 10 миллиардов будет, да? Уже этими 10 миллиардами я крупануться, где-нибудь там в космосе что-нибудь такое. То есть новые технологии потребуют, не потребуют с гением, уже сам по себе, ни в литературе, ни в мистецтві, ніде. Вони потребують чоловіка як форми пазла, але для чогось, як я кажу, велика інкогніта, чому я говорю, але щось це можливо тримається до того, как может что-нибудь еще больше робить, чем мы сподобились. Ну, так как сейчас мы, в принципе, заразились, да? Вот. Что сама логика життя уже не потребує этих людей, потребує. И вот эта эра информации, эра вот, условия огульна, все же в одной гуне гуляем, одно едим, и это самое. Вот я на нас так. Господар Валентин, вы ось гэты ж інтэрнэт і гэтыя гульні як прыклад льючейся формы. Да, да. Атрымліваецца, што яна сама гэта пасва. Цалкам магчыма. Слухайте. Не тому, што шкодная, яна небяспечная просто. Вось такіх может быть, пабачкаў. значит, як и все. А знаете, може і это разбыть, може і лючця форма, вот недя у интернете сама загостиновая, то есть вот она привела до этого, цалком магчыма. Вы что думаете, значит, придумавший льющую форму Абдиралович на все стагоді это самое счастливое человечество? Ну, з вашої лекції я так Ну, по-перше, да, ну, Боже, просто, да, ничто, Абдиралович сам ніякая форма не бывает життєдального щастя. І льючийся не може, значить, і льючийся не в неких своїх, вот, як у раки кудись туди, і там затока, ну, там это, рака, это паранормальные, да? Вот такие антропоморфные и так далее. Это так вот язык, что трапляется. А вот, ну, питання слушне, і я думаю, що просто треба ці слушне питання, ці йосенка становчі, ці нема, значить, тоді, значить, закриться там. Як і любую. Видите, не треба філософів, хотя і таких молодих, і ярких, паранойд там с пророком, что-нибудь еще такое. А вот, ну, пророки так само все. Я, значит, закрепить все пророчества. А вот, философы, те люди схильные, да, это самое, сдумляются, и значит, сдумляться. Задавать питания и сдумляться. И, скажем, вот, коли яны пропановывались, ну, такой заречный молодой, вот там и пропановывали, скажем, это знову пропанова не політика, не соціальна діяча. Гэта пропанова вот так, поэта, философ-поэта. А это метафора, а не концепт. Почекайте. Ну, и концепт, гэта не значит, гэта метафизичный концепт, а не метафора. Хотя это и метафора. Тут метафора, ну, боже мой. Но это не значит, что метафизичные концепты могут реализовываться и повинны были реализовываться у социальной, а больше политичной реальности. Так, это розные. Абсолютно розные. Тому вот, когда до философа чіпляється, особливо тих, хто у дискусії метафізики працює, то просто треба у кожній книжці метафізично писати. Не чіпляйтесь.
со своими писами. Да? Потому что эта идея хорошая как раз в этом дискурсе. Мысление, самое лепшее, что есть у мысления, это пригожость. Кажется, я еще молодым человеком, а притом мне подобается. Але ж ви самі даєте підстави, ось так чіпляться. Не Ви ж міняєте кожен раз ракурс дискурсу. Дискурс. Метафізично. Вот. Я же несу мовчимості. У пригожую думку можно закахаться як у пригожую женщину, а може ще на цілу. Это молодость я прикол. Еще зовсім подлетком. Я все бегал по 3 рази на день в библиотеку в местечку. Ну, надо подлетком, еще зовсім малым. И библиотека, что все, бегаешь, только маленьких глядишь, только холоду нагоняешь в библиотеку. А я уже без маленького книги, мне так было клевно. И я думал, вырасту, а женюсь не на женщине, а на богатой библиотеке. Вот. И вовремя, знаете, философия, як заголовный культурный дискурс, инструмент. 2,5 года протрималась великая европейская философия. До речи, это феномен философии найдешь только в Европе. Это будет долго. Я не буду сказать, чему исходная мысль не философии, с точки, с глядища европейской философии. Так вот, все думают, что на 2500 год протрималась, потому что евристика такая, что думаю. Потому что немає у світі чоловіка нічого більш пригожого за мислення. Просто из-за своей эстетики, это ж такая пригожость, там читать не так потом. Да чего, Боже, сотни есть. Это Нет, ну хорошо, не пригожи за женщину. Вот, да. Ну и не вещь приложить. Да, думка, мысль, и все остальное. А уже евристика, а уже тем больше прагматика. Прагматика с метафизикой, ну, в смысле социальной, куда уткнуть. И тому меня питаются, а на что тогда философия, когда с ее цвеканием разродить, как забить в ботину. А я говорю, перший раз запитався, я ж уразився, тому що я цим розумний чоловік. Ніколи не думав, що. Я думав, а як можна без її? Да? Як чоловік може бути без філософії? Ну, а зараз я знаю, от ще прийде пара поколінь, які будуть сидіти, жити у моніторі, да? Конечно, які будуть вміти писати тільки 2 радки, вот і свої фейсбуки, там це як називається, да? Може 4, очень складно написать и прочитать. И вот тогда, когда будет кому зрозуміти, що була філософія. Как не вернуться снова на древы там, и палками не сбивать картофель. Вот тот человек уже будет мысление не есть вот этой прагматичний, хоча часом яно і шмат робиться. Ну, мысленно просто шмат слоев, узровну, и безпечная метафизика – это одно, фундаментальная теология – другое, а уже мысление социальных наук, вот те уже скерованы, да, Дякую. Нет. Мислення Що велике. це вже було. Коли придумали фотографію, і всі сказали «Гамбет», искусство пропало. Искусство живе і з монітором як-небудь переживем. Можем, ну вот вы... Дай того. Вы думаете, я хочу, как это самое, как мои страшные виджи и думки справитесь? Нет. Ні, так просто ви монітора скептик, а господар Петро монітора оптиміст. Тобто це як Я не оптимист, я думаю, что люди это самое переваривают и что-нибудь... Ну да, вот, знаете, вот это нормально, абсолютно так, не думать по-разному, это нормально. Коли
от я, коли починаю з новим курсом працю, я найперше кажу, от, що б я не казав, ви не погоджаєтеся со мною. Тому що там, де ви погоджаєтеся со мною, там ви не мислите. Мислення відбувається тільки в момент незгоди. Значить, Платон не згодний з Сократом. Пішов. Аристотель не згодний з Платоном. Нема іншої технології мислення. Да? Опять же, мысли иначе не рухается. Это не значит, что, коли просто так по-дурному не выходжаться, да? Это мысли, да? Но, коли у вас ёсць незгода, то магчыма вы трохи зручыце, а може і моцна. А коли пагаджаеце, не. Это цудоўна. Прымаць, пагаджацца, это хорошо, да? Но треба ведаць одно, что в этот час вы не мыслите. То есть вы хорошие, вы набираете советы, ну, сходные, да? И в Гоголе цудовный человек, вот, нема проблем, конфликтов, сам себе набываете интеллектуально, погодите, одного вы не мыслите. Ось у нас Можно? Да. Может быть, вот я тут подумал только что, коли человечество придумало письмовость, да, письменность, Ну, там, да. знаки некие, и оно ж не почало одразу там писать великие тексты, то перед этим была некая культура, Вузная. да, Мгм. уже развитая некая, а потом придумали письмовость, так? И письмовость поступово почала вытеснять уже некую такую устную культуру. Так і тут. Ми тільки у самому початку ось цього розвиття. Може, якраз цей розум тільки починає розвиватися. І ось точно таким же чином, як, наприклад, робить суперкомп'ютер, да, коли шмат маленьких комп'ютерів одночасово пролежить некую там, да, і отримується суперкомп'ютер, так? І шмат розумів, які сидять в цьому моніторі, поки вони, може, там, коли вони синхронізуються, да, почнеться вже більш подниматься уровень некий такие. А потому что мы только в самом... Нет, не решим компьютер. Менавіта в том, что розум, середній некий розум человека ось в этой сетке, и он поки що ще тільки пристосовується. А потім этот розум почнуть синхронизоваться, и я думаю, что не все там такие уже совсем уже тупеют от этого. Шмат кто наоборот не поднимается. Може, два радки спасати. Може, А там глядиш і сторонку. Зрозуміло. Ну, цілком магчимо, не піфі. Но тут шмат питань. У думці, що от усе було, що знову буде і так. Що відбулося інше? Відбулося, от ті тисячолітті були тисячоліття метафізичної цивілізації. Ви розумієте? Блин, такие религии постворали, такие, значит, скульптуры, такие поэмы, все остальное. А, пробачьте, прибиранию зробить не придумали. Вот сидели в загумении, да, так говорили, все остальное, и думали про зоры, про вечность, про Бога, и так далее, да. Узду, то есть не узду, это... что на конях скачет с этим, да? Не седло, а Шпорами. стрелями. 3000 год, 5000 год уже кони были и скакали. Это несчастное стремя не могли придумать. А, значит, я не кажу про камин там и все. В 18 столетии Екатерина Великая пишет Вольтеру. Дорогой переписка была, дорогой друг. Мне поставили по палацам, спокойно сплю. Кондиционер. Нет, форточку. И теперь я по утрам принимаю воздушные ванны. Царица, 19 года, первая фортка. Унитаз у 19 столетия в Англии придумали, так бегали с этими горшками. То есть я хочу сказать, что проходили тысячелетия, покуль от устной до письмовой. Ну, и покуль письмо, покуль до Гутенберга и так далее, да? То есть все отбывалось так. Я памятую Ляпочку Ильича. А вот
И, значит, маленьким кривокном местечку сидели. Ну, лягушка-то не знает, что там местечко у моих родителей молодые. Поставили просто, ну, после войны еще так долго добирался. И мы с братом за целый день лечили койки, проедем в машине. Было тракторов белорус. Ну, кто больше наличится. Ну, кто 2, кто 3, 5 разов. И все. І рада кропка. Слухайте. Це думав я, ти, хлебчик, ну що там думав? А тоді ніхто не думав, що буде літо. І ще, хоч я вже лишнє життя живу, але і ще, напевно, пожив, по тирухи нажився лишнє життя. І за цей час, мало того, що ракети, космос, телевізор в 8 класі з'явився, в першому містечку у нас, так? А уже там дали, уже черт видишь, уже и компьютеры, и мобильники, и айфоны, и это за 20 год. Что будет за исчез? Ты будешь что? Учи. Что будет? Уже это штукуют эти на этих речи, ботинки на... 3D принтер. Да. А вот, уж там, слухайте, китайці уже першую спробують матерію переслати. Вот в этом будет перший експеримент. Матерію папа, ну, поэтому... По скайпу, да, так что только ездить не будем, да, вас, это самое, по скайпу нас переоперативно и все остальное. Это я до того, что, в принципе, думать мы не ведаем, конечно, что я, может перепиниться, может наоборот, может все вовремя гениальное, да лепше будет. Но ясно, что проблемы голода возникнут, там и все остальное, энергии будет навалом. А вот что будет еще? Ну, треба фантастику читати, бо... Ну, так я вже стільки начитав, що подряд взрослі. Собаки и коты сделают свою цивилизацию. Все може бути. Дякую, Вялі Господарові, за Дякую вам.